Не было такого, и вот опять. Потому что пострадал сейчас самый ценный объект крымско-татарского народа. Я не думаю, что профессиональные хорошие реставраторы прямо рванулись в Крым. Это действительно не просто трещина на стене, это трещина у каждого. Это говорит о том, что стена потеряла свою несущую способность. В Крым пришли большие деньги. Ни одна серьезная фирма, в принципе, в Крым не вошла. Те организации, которые мы знаем, они, в общем, не профессиональные реставраторы. Низкокачественно подготовлена была вся проектно-изыскательская работа. От культуры производства, да, очень многое зависит. Ханский дворец — это вообще самый ценный памятник для крымских татар. Там не хватает вот этой изюминки, любви, да, к этому объекту. Салям алейкум, это проект Миркес, его очередной выпуск. Я думаю, наши зрители заметили, что мы выходим не как обычно по средам, и на это есть своя причина. К сожалению, недавно случилось то, чего мы, в общем-то, и ожидали, да, то, что мы прогнозировали. Ханский дворец, проблема Ханского дворца и тех трещин, которые пошли не только по стенам Ханского дворца, но и, в первую очередь, нашим сердцам. Не было такого, и вот опять. История с Ханским дворцом всколыхнула социальные сети и разошлась комментариями довольно нелестными. Людей, которые занимаются реставрацией или теми работами, которые должны были быть реставрационными, называют и варварами, и извергами. Каких только эпитетов не шлют в их адрес. Но действительно, эти трещины, которые пошли по стенам Ханского, они буквально всколыхнули все наше крымское общество, и не только крымское. Почему? Потому что это такой главный и важный памятник крымской истории, крымско-татарской истории. Леверхнум, что говорят социальные сети, как реагируют социальные сети на всю эту историю? Ханский дворец является единственным дворцовым комплексом у крымских татар. На сегодняшний день, если мы не будем учитывать дворец Калги-Султана и ту ситуацию, которая сейчас происходит. Опять же, да. И говоря о том, как люди реагируют, нам нужно для начала понять, что Ханский дворец — это вообще самый ценный памятник для крымских татар. Абсолютно каждый крымский татарин, даже если он не национально осознанный, он знает, что Ханский дворец — это наш национальный памятник, что это наша гордость, что это один из ярких примеров существования величественного государства, да, крымских татар, крымского ханства. И в первую очередь, да, когда мы встречаем гостей в Крыму, мы приглашаем их к Ханскому дворцу, мы показываем нашу гордость, показываем то, как мы гордимся этим. Когда крымские татары оказываются где-то за пределами Крыма, либо они представляют свой народ, Ханский дворец всегда выступает как визитная карточка. И когда подобное происходит, это действительно не просто трещина на стене, это трещина у каждого вот здесь у нас, у каждого крымского татарина. Это очень обидно, очень неприятно, и люди действительно реагируют очень резко, а общественность действительно всколыхнулась, каждый озабочен, и не только крымские татары, крымчане, жители других регионов, они беспокоятся о том, что сейчас происходит. Мне ежедневно пишут о том, что делать, куда писать. Мы готовы писать президенту, мы готовы писать в министерство. Нужно подписать петицию? Давайте, мы подпишем. Что делать? Скажите, пожалуйста. Люди сейчас обеспокоены, у них сейчас паника, и это можно понять, потому что пострадал сейчас самый ценный объект крымско-татарского народа. Ну, справедливости ради, надо сказать действительно, что если мы заглянем в комментарии любых пабликов, любых аккаунтов в Инстаграме или в каких-либо других социальных сетях, мы действительно увидим реакцию абсолютно всех людей, живущих в Крыму. Действительно, всех эта ситуация, простите, но достала неграмотностью подхода, да, или непрофессиональным подходом к реставрации этих памятников. Давайте брать шире эту историю. Почему? Потому что проблема, мне кажется, гораздо глубже, чем просто трещины на стенах Ханского. Мне кажется, проблема в том, что началась какая-то волна реставрационных работ, которая прокатилась по всему Крыму и затронула не только крымско-татарские памятники, да, культуры и истории, но и вообще глобальные наши, скажем так, архитектурные такие достопримечательности, которые есть в Крыму. Когда мы готовились к выпуску, мы с Людмилой Павловной обсуждали о том, что были произведены какие-то работы на Митридатской лестнице, были произведены какие-то работы на Ласточкином гнезде в Ялте. И
все эти работы вызывают, ну, некие вопросы. Да? Людмила Павловна, вот как вы оцените эту волну реставрационных работ? Что это вообще такое? Ну, в Крым пришли большие деньги, что называется. Надо освоить. Ну, и с одной стороны, ну, такой вот хороший посыл. Давайте как бы восстановим все наши значимые объекты. Это Воронцовский дворец, Ливадийский, действительно, Ласточкино гнездо, Феодосийскую галерею, Айвазовского галерею Феодосии. Ну, и ряд других более мелких памятников. У нас в Симферополе вот часть памятников тоже такую же историю имеют. Но и эти большие деньги, они вызвали вот такой вот как бы ажиотаж. В Крым приехало очень много с материка реставраторов. Мы этого ждали. Организация «Укрпроект реставрация», которая многие годы занималась Ханским дворцом, с 1960 года архитектор Лопушинская вела объекты Ханского дворца практически до 90-го года, то есть довольно долгое время. А когда как бы они ушли в силу обстоятельств, в общем-то, мы думали, что будет определенная замена, ну, авторитетная, профессиональная замена. Но вся проблема в том, что реставраторы, они когда заходят на какой-то памятник, они зачастую на нем проводят чуть ли не всю жизнь, понимаете? То есть, потому что памятник, он требует постоянного надзора, особенно такие большие памятники, как, например, комплекс, ансамбль Ханского дворца. То здесь нельзя сделать одну реставрацию, потом успокоиться на 30 лет. Когда мы говорим о фахверке, когда мы говорим о таких вот конструкциях, где дерево у нас живое, это не Мачу-Пикчу, понимаете, инские создания, которые где-то там что-то переложил, и оно стоит многие года. Здесь нужно постоянно мониторить, постоянно за ним ухаживать, постоянно Действительно жить на объекте. Да, постоянно жить. И поэтому как бы профессиональные реставраторы, они как бы живущие рядом со своими памятниками, вот российскими, понимаете, которые другого времени, другой архитектуры, других материалов, другой технологий, других традиций, они, понимаете, как бы, ну, я не думаю, что профессиональные хорошие реставраторы прямо рванулись в Крым. Почему? Потому что они понимают, что туда, во-первых, нужно вживаться. Это не один год. Это не один год. И когда нет определенной базы, на которую можно опереться, то, в принципе, как бы они стараются сильно не уходить. То есть перемещаются именно те, которые не нашли свою нишу. То есть, и если мы посмотрим на то, какие организации зашли, к сожалению, многое нам неизвестно, потому что, ну, только по отдельным билбордам мы узнаем, какая организация ведет. И когда рассказывают нам про Ханский дворец, никогда не афишируют, кто делает, то есть не представляют, как бы, мы не можем ознакомиться. Но те организации, которые мы знаем, они, в общем, не профессиональные реставраторы. То есть сегодняшние организации, которые зашли вот в такой реставрационный условный... Я не знаю все организации, я же просто говорю, я посмотрела, кто занимался набережной. Вот сейчас мы обсуждаем, значит, объект, который находится непосредственно на набережной, Освитский корпус, именно Графский корпус, который мы сегодня появились трещины, он наиболее близко подходит именно к подпорной стене набережной. То есть там практически, ну, где-то около 2 метров. То есть если мы посмотрим на план самого дворца, это наиболее... И то, что произошло сейчас с Заравским корпусом, ну, как мне кажется, на первый взгляд, я не могу сказать, потому что здесь нужно обследовать. Мне кажется, что это связано с теми работами, которые проводились именно на набережной. Поэтому и в данном случае вот почему вот это вот все происходит, что иногда кажется, что, может быть, нужно было, чтобы и меньше денег было, понимаете? Тогда не было бы таких больших желающих. Деньги зло, все, вся проблема в них, ДМВ. Ну, там проблем очень много. Ну, во-первых, я готов согласиться, что ни одна серьезная фирма, в принципе, в Крым не вошла. Я бы назвал бы эти фирмы новориши. У них лицензии-то очень, вот, они, кто в 16-м, кто в 17-м году получил. Они никогда не работали в нашей, скажем так, архитектурной среде. Все-таки нельзя
например, с Италии переехать куда-нибудь в Россию, ну и просто так. Я понимаю, что уровень все равно нужна какая-то подготовка. В данном случае проблема в этих фирмах очень серьезная. Я думаю, не входят фирмы, которые имеют большой опыт реставрации из-за боязни санкций. А в целом ситуация, которая там сейчас произошла, это авария, это нельзя назвать трещиной. Это авария, это действительно, потому что если мы посмотрим на эти трещины, то трещины от основания идут в сторону угла здания, а угол здания это, в принципе, опорная часть любой стены, это несущая стена. Это говорит о том, что стена потеряла свою несущую способность. Произошел вывал, потому что если сравнить по вертикали, я подходил близко, нижняя стена, она где-то вот в той части именно у угла, где-то миллиметров 5 от вертикали отошла. Поэтому это непростая ситуация. Устойчивость здания нельзя вернуть, ее можно стабилизировать. Но устойчивость, ту устойчивость, которая до аварии случилась, уже не вернешь, разве что взять здание в бандаж. Но устойчивость и какую-то вот зафиксировать все на этом уровне можно при помощи, ну это нужно изучать ситуацию. Я думаю, что трещины эти, конечно, сквозные, видно, что они сквозные трещины. Здание определенно потеряло устойчивость. Говорит ли это о том, что все, мы потеряли эту часть вот всего этого комплекса? Нет, я не скажу, что его совершенно потеряли. Я просто, поймите меня правильно, есть очень много способов стабилизировать эту ситуацию. Но стабилизировать это не восстановить. Это подлить фундаменты, сделать какие-то там, я не знаю, снутри шурбы. Это нужно смотреть. Внутри, может быть, надо сделать бандаж какой-то металлический, стянуть это все. Это в данном случае вот так вот на вид не сделаешь. Это нужно изучить ситуацию. Я просто хочу напомнить, что это здание выдержало 8-9 баллов амплитуды в 1927 году. Просто нужно, как было неграмотно с точки зрения инженеров, это не одна ситуация, это комплекс ситуаций. Потому что все те то есть вот это вот получилось как происходили. вот такое вот спряжение всех этих проблем. И вот получили мы, это как вот обвал, когда один камушек лежит, а потом начинает лететь, целая гора обрушается. Ну, я не хочу сказать, что это где-то так, но где-то вот, если сказать не как инженер, а так как обыватель, где-то в таком вот виде. Поэтому стабилизировать можно, но она уже никогда не будет иметь ту устойчивость, которая была. В этом месте всегда будут трещины. Всегда. Потому что это не заделаешь раствором, это не сделаешь ничем. Эльдарбей, ваша реакция вот на происходящее, как вообще можно это воспринимать? Как я бы оценивать? рассматривал быть более глобально, как бы по Крыму. У нас сегодня объектов культурного наследия очень много. И вот эта трещина, она как бы дала немножечко звонок для того, чтобы в год культурного наследия в Российской Федерации сегодня обратить внимание на все объекты, которые сегодня требуют более детального изучения, каких-то планировок, планов, изучения их вообще как бы основания, там, ну, чтобы не говорили потом, что фундамент был слабый или тому подобное. Ну и как специалист в этой области я могу сказать, что в любом случае реставрация это особая тонкая такая как бы часть в строительстве. Поэтому, конечно, когда проводился, допустим, проектно-изыскательские работы этого всего объекта, они должны были, конечно, провести инструментальный анализ тех самых оснований, стен, перегородок и всего. И оттуда, исходя, проектировщики потом планируют этапы, этап за этапом. Ну и, конечно же, окончательно это все проходит государственную экспертизу. То есть экспертиза что же приняла это все. И сегодня говорить, что оказывается не было фундамента, ну это тоже как бы чуть-чуть Говорит ли это о том, что люди не погружались вот в тот научный пласт, да, не исследовали глубину Низкокачественно подготовлена была вся проектно-изыскательская как бы работа. И, конечно, я считаю, что не своевременно не занялись сетями, потому что сегодня зима, обильные осадки идут, плюс недавние осенние потопы этих всех рек, выходов. Ну, надо было учесть это все, как бы. Ну, и эта стенка сегодня села не сама собой. В любом случае, там не просто подкоп и проверка угла была, там идут работы с сетями,
они откопали, как бы, ну, я считаю, Говоря с что сетями, вы имеете в виду вот все то, что происходило на реке Чуруксу, да? Я ну, правильно может понимаю? быть, это и не самой Чуруксу, я даже я не знаю, может быть, это во время реставрации там какие-то прокладывали там водопровод, либо еще что-то, Ну, либо это. ливневую трубу. Ну, там подкоп, он идет по всей длине, то есть, ну, понятно, что там ведутся работы, и они как бы не учли эти моменты. Но если более глобально, так как бы надо нам подготовиться и обратить внимание сегодня комитета Министерства культуры, охраны культурного наследия и руководителей всех, чтобы начали, ну, во-первых, подготовили хороших профессионалов для проектно-изыскательских работ будущих объектов. У нас проблема сегодня в Девлет-Сарае. Объект тоже разрушается. Объект комплекса Занджировой Медресе. Там стоит здание, которое в свое время строил Гаспринский, сам музей. Он некогда был музей Маваришес. Он сегодня тоже в плачевном состоянии, там течет кровля, там начали отваливаться штукатурка и тому подобное. Это здание тоже как бы содержит ту же историческую ценность, и оно было И в мы его охране теряем, да? культуры. Мы его тоже теряем. Поэтому этот комплекс нужно еще более детально изучить, подготовить проект хороший и найти тех специалистов, профессионалов, которые приступят к этим реставрационным работам. Там же есть мечеть, которая в свое время использовалась там какой-то столовой, мечеть ханов рядом. То есть ее тоже нужно восстанавливать. К этим объектам нужно более серьезно отнестись. Также, допустим, мечеть на Монетном дворе стоит без кровли уже там несколько веков. Ее тоже Мы нужно... имеем целый комплекс проблем, получается. У нас да? много объектов, которые требуют Калга-Султан. Ну, это вообще отдельная больно. история. Да, это больно. То есть эти все проекты сегодня нужно реализовывать. То, что говорят денег много или мало, то, что сегодня деньги вкладываются, это факт, и эти деньги должны идти в правильном русле. И нужно, конечно, пласт серьезных профессионалов, которые сегодня каждому объекту уделят особое внимание. И у нас тоже есть старые компании, как вы говорили, Укрпроект реставрация, сегодня это Карм. Там тоже есть специалисты, которые сегодня тоже разбрелись по разным фирмам и занимаются какими-то частными объектами. Их надо стянуть и начать как бы Вот как раз таки вопрос по специалистам. Ну, у меня вот как у обывателя, да, я погружаюсь в некое информационное поле и пытаюсь найти какую-то вот реакцию, да, профессионалов на все, что происходит, да, там с тем же Калга-Султаном, с тем же Ханским дворцом и с другими разными историческими объектами. Так вот, я понимаю, что так или иначе люди, которые что-то понимают, да, смыслят в этих вопросах, так или иначе сталкивались с этими историческими объектами. Если они говорят вслух, то их не допускают потом к этим объектам. Да? То есть у меня возникает ощущение, что есть некий черный список людей, которым запрещено либо говорить, либо их не допускают вот на территорию к этим памятникам истории и архитектуры. Что с этим делать? Мне кажется, вот это настолько глупая вообще, извините, тупая ситуация, когда есть специалисты, их не привлекают здесь на месте, да, которые погружены в материал, которые знают, да, о том, что это за здание, его значимость и так далее, но их почему-то не привлекают и не создают какие-то, ну, я не знаю, ну, как минимум группы, да, профессионалов, да, для того, чтобы привлечь эти знания и этот опыт. Почему такое происходит? Сегодня свободно можно создать такую команду и... Создать, ну, допустим, да, но будет ли она привлечена? Мне кажется, это, знаете, вот смотришь Ну, на этот звоночек Ханский есть. дворец. Звоночек есть. Вот эта ситуация на сегодня, как бы, ну, хоть она и негативная, но сработает, я думаю, положительно. То есть в любом случае обратили внимание все. И сегодня можно создать какую-то комиссию, да, которая будет, в которую будут входить историки, строители, реставраторы, ну и представители, допустим, там, того же самого отдела межнациональных отношений, Госкомнация и муфтиата. Я бы, допустим, включил бы. И тогда бы эта комиссия посещала бы там раз в неделю объект, изучала бы документацию, там, профессионально какие-то там моменты, там, историки свое включали бы. Но я думаю, это было бы сегодня полезно. По крайней мере, как пишут там в комментариях, там, поменять, убрать, то. Но это же все быстро не происходит, это нереально. Тут в защиту строителей я скажу, что процесс уже запущен, и он идет, и там есть определенный подрядчик, который тоже взял это наследство от какого-то проектировщика. То есть нужно сегодня просто подготовиться и эти ошибки больше дальше не повторять.
Ну а то, что наблюдатели со стороны общественности должны быть, и то, что их должны допускать к этому объекту, ну это тоже факт, потому что ну, что-то там происходит, ну, народ тоже должен понимать, у каждого строительного объекта в Крыму есть свой куратор, есть свои наблюдатели. И допуск Куратор к объекту, вы имеете в виду от институции, от властей или что? в том числе от властей, в том числе от курирующего министерства, органа, либо территориального органа, обязательно посещаются раз в неделю там на любом Куда объекте. смотрели эти кураторы, когда происходило вот это все? Ну, вот вокруг Ханского, опять же, когда долгострой, он же долго идет, да, ну как бы немножечко замылилось, ну какая-то идет там реставрация, какой-то один корпус за одним, какому-то ищут там подрядчиков, что-то еще, то есть. Но вот для меня сегодня как бы интересная мысль была, что реставрация, она не может быть там временная там, или как, она всегда должна быть, потому что ну, путешествуя в других странах, мы постоянно видим, что те или иные памятники, их постоянно реставрируют. Одну стенку, потом переходят на другую стенку. То, Ну, это бесконечный да, процесс. это бесконечный он процесс, растянут который во времени, поддерживать да. всегда нужно. Я хотела сказать, Да. что я вот, ну, когда последний раз была в Киеве, я зашла в Софию Киевскую и увидела там каких-то специалистов, которые, значит, по лестницам залазили куда-то под потолок и что-то замеряли. Ну, и заинтересовалась и спросила: ребята, что вы делаете? Он говорит: София Киевская заключила с нами, они профессиональная организация, которая, значит, наблюдает, как работают строительные конструкции с течением времени, у них есть приборы. Заключила с ними договор, и они 2 раза в год, то есть они делают зимой и летом, они приходят со своими приборами и замеряют. У них там, значит, на всех трещинах стоят датчики, и они замеряют и вносят это в определенный реестр и смотрят, каким образом здание себя чувствует, каким образом есть изменения или нет, то есть они постоянно мониторят. Об этом мы, кстати, говорили очень давно на Ханском, когда я еще работала. То есть, в принципе, вот этот процесс, значит, состояния объекта, он должен происходить постоянно, особенно на таких объектах живых, особенно когда производятся такие конкретные строительные работы, потому что любое изменение на памятнике, оно может принести к каким-то подвижкам. То есть поэтому и говорится, что реставрация такая глобальная. Почему я сказала, что вот это вот большие деньги, то есть я не против денег на реставрацию, я против того, чтобы конкретно на один объект выделялось большое количество денег. Тогда заходит заказчик, и он хочет показать именно, как много денег он вложил. Тогда возникают у нас такие навесы над Ханским дворцом, какой возник у нас. Тогда возникают вот такие вот глобальные реконструкции набережной и речки Шируксу, понимаете? То есть, если бы эти деньги распределялись на памятники и проводились вовремя противовоенные работы, то, в вот принципе, таких мы глобальных бы не изменений. доводили до таких глобальных решений, когда у нас, помните, когда это самое, решался вопрос в 15-16 году, что делать с главным корпусом? То ли его делать вообще макет, его полностью разбирать, то ли вообще, ну там были вообще такие очень интересные решения. Сумасшедшие идеи, я Да, бы сказала. да. То есть памятник, который постоял уже много веков, и вдруг, понимаете, начали говорить, что он вдруг сложится как карточный домик. Если вы не будете его так трогать капитально, То он не он еще сложится. простоит очень долго, понимаете? И всегда говорят, вот я, например, слушала лекцию интересную про памятники архитектуры. Это самое. И вот там говорилось, что на Западе реставраторы называются не реставраторами, они называются консерваторами. Почему? Потому что они консервационные мероприятия на памятнике считают наиболее важными. Консервационный, значит, сохранить то, что осталось. Да. То есть вовремя поддержать, балка, это самое, не всю крышу разбирать, а заменить балку, понимаете? Где-то жучком что-то повреждено, как в Кижах, мы берем этот участок, вычленяем и добавляем в него новый. А не так, как у нас на Ханской большой мечети, когда главный архитектор проекта Литовченко Павел Анатольевич, он сказал, как же я в старую балку вставлю новый кусок. Понимаете, человек не понимает, потому что он не занимался такой реставрацией. Точно так же, как технологическая база, которую мы утратили, когда ушел Киевская проект реставрация, а наша крымская, к сожалению, не смогла до сих пор ее создать, понимаете, технологическую базу.
возможность связаться с технологической базой России, понимаете, для того, чтобы, да, им понадобится многие годы нарабатывать материал по растворам, понимаете, потому что это нарабатывается годами. Но может быть, возможно, я не знаю, это как вариант, связать с теми специалистами, которые мы знали в Укрпроект реставрации Киевской, понимаете, и наладить вот этот вот мост, чтобы продвинуть как-то этот процесс. А не так, как зашли сейчас новые люди, и они, понимаете, изобретают по новое колесо, но при этом они изобретают его, производя определенные работы. И поэтому мы имеем то, что мы имеем, к сожалению. Ну, к сожалению, к нам приглашают мастеров широкого профиля. Вот. Нам бы узких специалистов, насколько я понимаю. Школа Лопушинской, вот я бы, например, сказал, да? Вообще вся научная база была в укорне реставрации. И эти люди, которые сегодня пришли, они не обладают научной базой фактически. Хотя могли, наверное, привлечь людей, которые долгое время, в то же время нашего гостя, которые долгое время там работали. Но, к сожалению, подход, ну, я бы как бы его сравнил. Вот, ну, сравните кукольный театр 19 века и вот эту бетонную глыбу, которая там сейчас есть. Вот подход вот такой здание. Монументальный, большой. Именно быстро проехать с ней, посмотрели крышу, а зачем ее реставрировать или консервировать, как сейчас сказал предыдущий. Легче построить все новое. Легче консервировать, поставить. Зачем нужно разбирать, что такое раствор хоросан, искать известь, которая там несколько десятилетий простояла, находить керамический или делать керамический песок из керамики. Слишком Зачем нужно идти таким, когда есть технологичность? И черепица, вот, которую они поменяли, почему они пошли по этому пути? Потому что вот эта испанская черепица, она технологична. Ее заветили на шурупы, и ничего не надо делать. А старую черепицу, чтобы уложить, это нужен большой опыт. Почему у них вот в данном случае вот представитель этой дирекции выступал при мне на государственных телевидениях, они же покрывают друг друга. Маленькая трещина. Оказывается, там не было фундаментов. А спрашивается, а где же научные изыскания, которые проводятся десятилетиями? Ведь наверняка в архиве Ханского дворца, там раньше, во всяком случае, было большое количество этих проектов, которые еще остались от Лопушинской. Но, наверное, это все надо сначала изучить. А в данном случае подход, вот как шаши, как к этому театру. Вот бегом, навалом, авралом. И у них всегда аврал именно в зиму. И, конечно, вот на данную ситуацию повлиял вот не то, что вот как сказал. И, кстати, я скажу немножко такой визави, мне кажется, общественность вот эта, да, она должна участвовать. Но главный барьер непрофессионализму – это правильное проведение тендеров. Вот этого нету. Если фирма, извините, имеет 1 миллион уставного фонда и всего 2 года лицензии на реставрацию, ну, такие, я считаю, фильмы не должны допускаться. Надо правильно проводить эти предварительно. На уровне проектирования это все нужно исследовать. И если мы идем дальше, то, в принципе, тут же повлиял целый букет, да, и углубление русла Чуруксу. Вот 100 лет никто не углублял, устоялось вот это все, да, и вдруг начали копать в зиму, а тут неожиданно дожди. В прошлом году осенью, да, все это заполнилось огромной канавой воды. Повлияло. Конечно. Начали вообще само углубление, потом поставили насосы. Нет, чтобы начать снизу вверх идти, они начали сверху вниз, потому что не ожидали наверняка дождей. То есть это букет непрофессионализма с инженерной точки зрения. То же самое, когда снесли эту крышу. Посмотрите на культуру производства. Вы видите эту грязь, эти глыбы глины вокруг этого объекта. Ну и вот этих вот бомжей, которых они называют строительными. Ну вот от культуры производства, да, очень многое зависит. Вот если фирма не имеет этой культуры производства, если она позволяет вот это вот сегодня случилась аварийная ситуация, а у восточной стены светского корпуса куча грунта где-то высотой метр. Прям навалено, она до сих пор там стоит. Влияет это на основание? Да, конечно, влияет. Потому что известняк же.
от этой излишней влаги получается эрозия. И сегодня дирекция покрывает эти фирмы. Значит, она заодно с ними пытаются преуменьшить аварийную ситуацию. Оказывается, там не было фундамента, как я возвращаю, то есть сам же себе противоречит. А где научные? Вот откройте декларацию ЮНЕСКО, первый пункт. Научные изыскания, потом все остальное. Поэтому, понимаете, укрные реставрации, местное отделение, сюда часто приезжала Лопушинская, они имеют очень богатую школу. Очень богатую школу. Ну, Лопушинская тоже умерла. Кстати, это уже другая история, но там тоже на нее подействовал вот один из новоделов. Мне, во всяком случае, так рассказывал Петров еще. Поэтому проблема, она фундаментальная. Вот этот вот аврал, вот этот вот приезд в Крыму можно заработать, и вот этот приезд, переезжание всех этих фирм, неизвестно откуда, а по сути они все набирают гастарбайтеров. В большинстве случаев на одного специалиста приходит, ну, человек 10 как минимум гастарбайтеров, потому что это дешево, на этом можно больше заработать. Результат вот, пожалуйста. Результат Это один из налицо. результатов. Кстати, мы же проблема, я вот хочу предупредить, проблема ханской мечети еще впереди. То есть нам еще стоит предстоит еще приготовиться всё к последствиям, да? Это видеть. Проблема ханской мечети. Именно поэтому не начинается отделочная работа внутри. Их невозможно начать, там все в микросрочках. Эльдарбей, насколько реально вот заход в Крым профессионалов, реставраторов? Насколько реально вообще, чтобы нашими памятниками истории занимались профи, а не гастарбайтеры, не случайные фирмы, однодневки? Если они будут назначаться, либо они будут в тендерах выигрывать, то тут тяжело проконтролировать. То есть получить лицензию на реставрационные работы, ну, сегодня как бы не очень сложно. Это любая фирма может, в принципе, как бы это показать. Но есть опыт, и за многими компаниями, ну, допустим, я думаю, в России много таких городов, где реставрации идут серьезно, это и Москва, и Питер. Ну, то есть там же есть, наверное, фирмы именитые, как бы компании, у которых есть имидж свой. И если имиджевые компании будут приглашать и обсуждать их не на уровне только Минстроя или там Минкульта Крыма, а именно, ну, какой-то институт над этим работать должен, и тогда эти люди будут профессионально подходить и профессионально изучать. Просто строительство и реставрация — это абсолютно разные вещи. То есть, ну, мы сейчас говорим о строительстве, то есть там идет, ну, ремонт. Полномасштабная ремонт или там, там да. может быть реконструкция. А как бы и реставрация — это более точечная такая, как бы точный подход. С оглядкой назад. Да. Те же самые фундаменты, ну, существует много систем там вакцинации, там какие-то там технологии, под давлением загоняется там бетон, там укрепляется, все равно это все нужно делать, это все в проектировании, это должно учитываться, несложно. Главное, ну вот честно скажу, как бы может кому-то это будет неприятно, но там не хватает вот этой изюминки, любви, да, к этому объекту. То есть надо не забывать, что ни в руководстве толком, ни в министерстве нет людей, ну, вот как бы с национальной такой изюминкой, которые хотели бы душу с крымской вложить. изюминкой, да, Да, чтобы ценить эти Потому что приезжают памятники. халтурщики из других регионов. Надо понимать, что для нас это еще и как бы такое, знаете, родное, душевное, которое нужно было бы сохранить. Во многих, вот я за многие работы не берусь, там, где я не получаю удовольствия. В таких работах, как бы, участие в таких проектах, конечно, не требует дополнительной творческий такое какое-то желание. Верханым, ну вы у нас много путешествуете и в разных местах бывали, видели исторические памятники. Вы можете вот сравнить значимость наших, да, памятников, крымских памятников и отношение к ним, и там, значимые памятники там, на территории России условно, да, к примеру, и отношение к этим памятникам там? Ну, я хочу сказать, что дворцовый комплекс Ханский дворец, он действительно является уникальным, если брать другие регионы Российской Федерации, брать тюркские народы, тех же татар, если мы возьмем башкир, сибирских татар, нагайцев, например, они не могут похвастаться тем, чем мы можем. То есть у нас есть Ханский дворец, у нас есть наше достояние, у других тюркских народов, если брать Россию, то у них этого нет.
А у нас это есть. И это делает наш памятник более уникальным и делает его более значимым и для представителей других тюркских народов. Если мы будем говорить, например, про то, как относятся к памятникам в Турции, Ну, это честно, отдельная история. это отдельная история, но Ханский дворец, помимо того, что является национальным достоянием крымских татар, для нас важный памятник, да, ценный, помимо этого, это важный туристический объект, который имеет огромный туристический потенциал. Летом там очереди огромные, не пробиться, начиная там с 10-11 часов, там до 3-4. Люди хотят посетить этот памятник. Не только крымские татары, в основном приезжают люди из регионов, потому что им интересна история, что это за крымский хан, который жил в этом дворце. В Турции, например, в Стамбуле я недавно была, люди это понимают, и там отношение к памятникам совершенно другое. Там и уровень культуры у людей немножко другой в отношении тех исторических памятников, которые есть. Это не просто наше историческое наследие, которое мы должны беречь, но это еще и способ заработка. Да? Мне кажется, что вот правильно сказали, что должна быть определенная изюминка, да, у тех же людей, которые занимаются реставрацией дворца, должен быть представитель нашего народа, наверное. Чтобы Спасет было это ситуацию понимание. общественность, включение общественности, Людмила Павловна, как считаете? Общественный контроль, привлечение наших крымских специалистов. Ну, насколько мне можно сказать Можно, о всё предыдущем как бы свое мнение. Значит, ну, я не могу сказать, что именно чисто крымские специалисты, в смысле чисто крымско-татарские специалисты спасут памятник, потому что я могу сказать, что на памятнике, я вот сама не крымская татарка, как вы видите, да, но я тоже, Эдам Ага может подтвердить, что я за те работы, за те памятники, с которыми работаю, я всегда болела, я всегда жила с ними вместе, и это самое, я знаю других людей, тоже не крымских татар, которые всю душу вкладывали в эти памятники. Например, я работала с проектной организацией из Киева, это киевская фирма «Оберег», директор Ольга Николаева Кушлик, которая жила просто на Ханском дворце, и то, как она за него переживала, и, к сожалению, в связи с политическим обстоятельством эта связь прервалась, понимаете? Поэтому та же самая Лопушинская, о которой мы сказали, Да, не раз значит, и в 20-е годы, когда занимались именно крымско-татарской архитектурой, когда был татарский ренессанс такой, и здесь были специалисты, приглашенные из разных городов, и Куфтин, и Засыпкин, и Эрнст, и многие, кстати, потом пострадали из-за этого, что они занимались именно крымско-татарской архитектурой, были сосланы, репрессированы, поэтому даже пострадали люди. Поэтому я думаю, что здесь не в национальной принадлежности, главное, чтобы человек понимал, что это для Крыма дорого. Я, например, очень хорошо это понимаю. Для Крыма это определенно, это однозначно это лицо Крыма, и поэтому оно обладает своей уникальной спецификой. Об этом, кстати, очень хорошо Гинзбург писал, который тоже не был крымским татарином, но он так поэтически, Волошин писал. Они так поэтически писали, вот почитайте, вот «Забвению не подлежит», там книга есть, где и Волошин, и Гинзбурга вот эти статьи есть. Они любили Крым. Где они прекрасно говорили о специфике именно крымско-татарской архитектуры. И поэтому я хочу сказать, что здесь может быть в живописи очень важно привлечение именно крымско-татар. Почему? Потому что когда я сталкивалась как бы с этой живописью, с колористическими особенностями, с графическими особенностями, вы понимаете, это не западная манера, да, изложения. То есть это как бы вот как мне, например, писать левой рукой, понимаете? Здесь есть вот своя такая, вот как Гинзбург писал, здесь нету определенной, понимаете, четкой направленности, как на Западе. Здесь есть певучая, плавная линия, которая вьется, понимаете, таким образом, что в принципе ее, не обладая менталитетом именно восточным таким, ее трудно повторить, ее можно скопировать, но ее нельзя органически. Понимаете, точно так же колористические особенности живописи, понимаете, тоже
есть определенная специфика. Поэтому, конечно, привлечение крымско-татарских специалистов, особенно художников, мне кажется, очень необходимо, понимаете. Но и хотела еще сказать насчет того, что ну, как бы проблема, что не были до конца исследованы фундаменты здания, вот Идамага. Как вы помните, мы с вами работали на Зинджири Медресе, да? Мы сделали там первоначально, перед первоочередными работами, 4 шурфа. И во всех этих 4 шурфов, которые были выполнены по разным сторонам Зинджири Медресе, которая сторона 25 метров, то есть периметр получается где-то 100 метров, там было 4 типа фундаментов. То есть когда здание стоит очень долго, когда оно стоит больше 5 веков, как у нас и Ханский дворец, у него фундаменты, это не так, как в 19 веке построили здания, они неоднородные. Вот здесь участок может быть такой, а здесь участок может быть совсем другой. То есть не нужно искать привычного фундамента. То есть да? Привычного не периода. нужно Это говорить, что забутовка. вы... В принципе, фундамент это забутовка. что вы, ну, я могу вам сказать, что, например, на южном фасаде Зинджири Медресе, да. там было неглубокое заглубление фундамента, но Совершенно это верно. были блоки пиленные. А на северном фасаде, вы помните, это были довольно глубокий фундамент, но он был из мелкого бута сложенный и совершенно на другом соединяющем. Поэтому, понимаете, как бы искать о том, что, понимаете, вот как бы в Ханском дворце мы обнаружили фундамент вот здесь Свитского корпуса, он будет на протяжении всего здания, это Абсолютно нет. не факт. Но это вовсе не значит, что нужно вскрыть весь фундамент для того, чтобы определить. Здесь важно мониторить, как ведет себя здание. И в данном случае, понимаете, и следить. Понимаете, появились какие-то трещины, не ждать вот таких вот конкретных обрушений, а пытаться анализировать, почему они произошли. Поэтому в данном случае я вот согласна как бы вот с Идамагой, что в принципе я думаю, что там тоже произошло какая-то просадка фундаментом именно из-за замыкания грунта. То есть в течение прошлого года велись ремонтные работы на Чуроксу. Ну, уже сказали, каким образом они велись, я не буду повторяться. Я сама... Грубо экскаватором, трактором или чем? Вы знаете, был у меня разговор когда-то с бывшим директором Ханского дворца Евгением Владимировичем. И он говорил, что в 1996 году они тоже чистили русло Чуроксу. То есть снимали часть грунта. Было там такое, да. Да. Но при Но не этом так он глубоко. сказал, да, но при этом он сказал, что потом, после этого, значит, здания именно дворцового комплекса себя чувствовали очень хорошо, особенно Свитский корпус, который ближе всего к набережной. То есть стены высохли. То есть, понимаете, здесь важно именно, как велись работы, насколько. Я вот вам принесла фотографии, которые я сделала в сентябре, проходя мимо Ханского дворца. И я видела там вот эти протечки, запруды, как бы это самое, когда всю воду из Чуроксу взяли в такую гибкую трубу, и эту трубу закрепили на южном подпорной стенке набережной. А как раз возле Свитского корпуса она была засыпана большим отвалом земли. Соответственно, влага скапливалась. Сколько этот отвал там стоял, я не знаю. То есть я в данном случае не слежу, не подсматриваю и так далее. Ну, как бы отбили желание такое вот. Но сколько, были ли там протечки, мы не знаем. Но само здание, оно показало, что с грунтом там не все в порядке. Поэтому не нужно обязательно везде копать. Нужно наблюдать, как ведет себя здание. Вот, например, сейчас поставили навес над главным корпусом. Нас все время убеждали, что это временное сооружение. Да? Сейчас пишут, что наконец будет договор о работе с подрядчиком по главному корпусу. Значит, 5 лет уже навес простоял. Меня, честно говоря, очень волнует, как ведут себя конструкции Ханского дворца, главного корпуса, рядом с новой, как бы появившейся новыми отягчителями, будем называть. Что меня смущает? Меня смущает, что навес, во-первых, парусит. То есть, когда-то мы разговаривали со специалистами, они говорили, в Бахчисарайской долине ветров мало.
Но в 2019 году я работала на шурфах, которые делали Да. археологи. И я работала как раз на набережной, значит, рядом со стеной посольского дворика. И, значит, там был шурф большой, 2 метра на 2 метра, я вот там чертежи принесла, понимаете, там довольно интересная, как бы, самоподпорная стена. И он закрывался щитом, затянутый пленкой, чтобы, ну, на ночь закрывали, потом, когда работали, его открывали. Этот щит, значит, 2 на 2 метра, его поднять было одному человеку невозможно. Его поднимали 4 человека и ставили его, прислонив к стене ограды посольского дворика. Так вот, когда я там работала, был небольшой порыв ветра, я услышала шум какой-то. Когда я оглянулась, то я увидела, что этот щит, который был прислонен к стене посольского дворика, он уже лежит в русле Чурксу. То есть его подняло и бросило. И унесло. Да, то есть ветра практически ураганного не было. А сейчас вы видели, что делается с погодой, какие ураганные ветра. Климатические То есть изменения. большая площадь, я уже не помню, я когда считала, большая площадь вот этого навеса металлического, она, естественно, Русит. вибрирует. Значит, стойки металлического навеса стоят очень близко к стенам главного корпуса. Соответственно, это может сказаться... А фундаменты в некоторых местах стоят впритык. Например, они стоят впритык к северной стороне летней беседки золотого кабинета. Значит, когда вибрирует металлическая конструкция, естественно, создаются определенные... Вибрации из резонанса. Это самое... Я не знаю, просчитывали это или нет. Мне очень хотелось бы, кто-нибудь мониторит эту ситуацию или нет, как ведет себя фахверк рядом с такой металлической конструкцией. Я не говорю про нагрузку, там говорят, что как бы ничего существенного, хотя мне непонятно, вот земля стояла, нагрузки не было, да, вот нагрузка появилась, и мне говорят, что никак это не отразится на памятнике. А нагрузка это состоит из 6 точек, куда давят десятки тонн. И они находятся непосредственно рядом со стенами памятника. Каким образом ведет себя фахверк? Я спросила когда-то у специалиста, я не знаю, что сейчас происходит на Ханском, я спросила, поставили ли проектировщики и подрядчики какие-то датчики, следят ли они за тем, что происходит с памятником. Вот прошло 5 лет, вот мне очень интересно узнать, что происходит с памятником. Дай Бог, чтобы ничего не произошло. Вы знаете, уже мы так испытываем наш Ханский дворец, понимаешь, я очень надеюсь, что ничего не произошло. Но подрядчик еще не зашел. Сколько лет он проработает? Поэтому та как бы временная конструкция, о которой говорили, она простоит, я так думаю, довольно долго. Рассчитывали ли они ее на такое долгое пребывание? И как бы это самое. То есть вот это вот вызывает вопрос. Раздвинуть стойки навеса было невозможно. Я пыталась как бы на плане, потому что у меня есть, я занималась главным корпусом, раздвинуть невозможно. Поэтому я как раз в 2016 году и выступила с петицией против этого навеса. Потому что он несет последствия. Потому что он может как бы усугубить ту ситуацию, которая происходит за главным корпусом. Но, видите, диалога не получилось, как бы это самое, процесс пошел, и его не остановили. Поэтому я хочу сказать, что вот именно вот эта вот система обслуживания объекта, мониторинг его, понимаете, поддержка вот именно температура влажностного режима, как бы работа над ним, вот это основная работа, которая должна была производиться на таких объектах, а не возведение больших тяжелых навесов, не снос полностью крыши Большой Ханской мечети, не вот такая вот капитальная ремонт набережной. Я, честно говоря, думала, что заменят только нижние камни стен либо и переложат самый западный участок, потому что вся остальная стены набережной, они стояли очень хорошо. Слишком много денег, вы правильно сказали, слишком много денег. Слишком много денег, вы понимаете, вот в чем проблема. Не было столько денег, не сделали бы того, что так сделали быстро сейчас. это просто не делается. Вы правильно заметили, что это нужно было делать, но вот идти ощупью, так сказать, потихоньку. А это так поставить экскаватор и сразу идти, ну,
я вам скажу, до 2014 года все-таки в Ханском дворце работали профессионалы. Петров очень долгое время. Люди, которые прошли определенную школу, которые знают это все. Сейчас там работают люди, которые очень далеки от этого всего. Я имею в виду, понимаете, преемственность должна быть. Вот эта преемственность, она нарушена в очень серьезном положении. Поэтому все новые подрядчики, которые туда заходят, они заходят по-быстрому снять деньги, по-быстрому выполнить работы. Вот то, что Узюменко сказал, вот Ячах, это важно. Но нужен профессионализм и преемственность. А что такое профессионализм? Это большой опыт. У этих людей нет этого опыта ведения реставрации на данном объекте. На подобных объектах. Да, поэтому в данном случае идет аврал. Это вот что-то наподобие вот этих халтурщиков, которые раньше ездили по колхозам и что-то строили очень быстро. Ну, конечно, я упрощаю, но в принципе основная беда Ханского дворца — это профессионализм со всех сторон, начиная от службы заказчика, кончая подрядчиками и самой администрации Ханского дворца, в котором, к сожалению, вот того научного потенциала, что было во времена, скажем, Петрова, я не вижу сейчас. Мария Кустова, я говорил уже об этом, спасла Ханский дворец после 1944 года, да? Вот это действительно, она придумала байку, что это не крымская, там есть своя история, я рассказывал об этом уже. Вот любовь к этому сооружению, она, конечно, не зависит от национальности. Права девочка только в том, что мы это воспринимаем очень болезненно. Реакция. Гораздо болезненнее. Наша реакция более такая сильная, возможно. В какой-то, я имею в виду в эмоциональном плане. Мне кажется, что такое ощущение, что подрядчик заправляет всем. А в реставрации все-таки не так должно было быть. В реставрации должен заправлять в первую очередь администрацию музея. Она должна, в принципе, определять и, имея опыт, где-то в каком-то, и направлять этих людей, где можно, где изучать эти проекты, которые делают действительно непрофессиональные фирмы. Кто знал Керамет до 2014 года, 2015 года? А никто его не знал. Мы знали Укрни проект, который возглавлял Шукри Халилов, и который делал все проекты, и который имел опыт там. Но фирма обанкрочена, ее уже нету, и поэтому заправляет Керамет, который не имеет этого опыта. К сожалению, мне кажется, вся проблема в том, что, во-первых, нет диалога, во-вторых, как мне кажется, что, ну, знаете, вот новые эти реставраторы, которые появились у нас сейчас в Крыму, они ведут себя как слон в посудной лавке, да, растоптав, поломав, разрушив, не имея вот той самой любви, да, к тем объектам, о которых вы говорили, они оставляют определенные, ну, такие вот следы, которые невозможно исправить, невозможно изменить, да, и эти следы останутся и надолго, и, увы, но я так понимаю, что нам не хватает диалога с властями в том числе. Я, кстати, готовясь к нашему выпуску, такому внезапному, со своей страницы в социальных сетях написала пресс-службе Министерства культуры Республики Крым с приглашением принять участие в этих разговорах. Почему? Потому что, мне кажется, важна вот та самая диалоговая часть, да, важна коммуникация. Очень важно, да. Мне кажется, это мега важно. Почему? Потому что просто ответить какими-то банальными официальными формулировками — это как раз-таки не тот случай. Мне кажется, Ханский дворец — это сегодня та последняя капля, которую нужно поставить, и точка, да, чтобы вот таких страшных шрамов больше не оставалось на лице наших памятников. Да? Почему? Потому что это не просто трещины на стенах Ханского, это прежде всего трещины на наших сердцах. Это был проект Меркес, Горушкенчи.